Добрый день, меня зовут Мухин Василий Васильевич, я доцент химического отделения КТН и ведущий инженер в нашей лаборатории. И тема моих исследований – это морозостойкие эластомеры, их климатическое старение и разработка уплотнительных устройств, материалов для техники, эксплуатирующейся в условиях севера. В учебно-научно-технологической лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов разрабатываются новые технологии и материалы для получения морозостойких полимерных композитов антифрикционного и герметизирующего назначения. Лаборатория принимает участие в подготовке кадров в области полимерного материаловедения. Тема достаточно интересная, и мы тут различными методами повышаем морозостойкость наших материалов и постепенно их экспериментально еще смотрим в натурных условиях, внедряем иногда. Да? И если рассказывать про морозостойких эластомеров, то их можно повышать несколькими способами. У нас климат очень суровый, минус 50, различные переходы через 0 градусов и межсезонье тем более, да, очень такое время, можно сказать, сложное для техники, а также материалов. И чтобы наши материалы вели себя лучше, сохраняли свою морозостойкость, мы используем несколько методов. И этих методов, несколько, да, их можно перечислить. Самый первый метод – это использование изначально морозостойкого эластомера, и они бывают иногда недоступны, их мало, и на большом рынке их практически человек-потребитель не встречает. Да? Так что этот метод является таким, можно сказать, то есть если человек может себе позволить купить там дорогое какое-то устройство, да, допустим, уплотнительное, цена на них бывает довольно дорогая, и данный метод является таким, не таким доступным. Следующий метод – это введение пластификаторов. В наши эластомеры вводят большое количество, не в наши, а вообще, да, производители вводят большое количество пластификаторов, которые улучшают морозостойкость, но они имеют свойство постепенно вымываться, и то есть данный метод тоже не является оптимальным. И есть различные методы, которые когда мы сочетаем несколько полимеров и создаем морозостойкий эластомер на основе нескольких. И данный метод показывает себя достаточно хорошо, и на основе этих эластомеров мы получили уже несколько экспериментальных материалов. Они сохраняют свою морозостойкость, могут применяться как уплотнение. На часть разработанных материалов мы получили патенты, и мы их исследуем также климатическое старение. Мы их помещаем в емкости с средой, допустим, с нефтью, с маслом, и смотрим, как стареет полимер в течение нескольких месяцев, лет даже. Кроме того, мы пробуем сейчас, проводим эксперименты с климатическим атмосферным старением наших материалов, и часть материалов, да, мы выставили на экспозицию в городе Тикси, и оттуда как раз таки нам привозят наши материалы, и мы смотрим, как они постепенно стареют, как меняются их свойства, и на основе полученных данных мы улучшаем рецептуру наших материалов, делаем их еще более стойкими, морозостойкими и атмосферостойкими. Василий, почему именно в Тикси, а не Тулузского, Верхоянска или Андикона? Потому что в Тикси климат, достаточно, можно сказать, мягкий, да, с одной стороны, но там очень большое количество, можно сказать, ультрафиолетового излучения и также озона, да, там старение полимеров идет совсем по-другому. Мы в наших условиях уже смотрели, да, в Якутске, в центральных таких регионах тоже бывает очень холодно, минус 50 и ниже, и можно сказать, мы разработали материалы, которые справляются, да, с такими морозами, и дальнейшей нашей целью была разработка материалов, как они стареют на более северном климате, который менее холодный, да, можно сказать, но там других факторов тоже хватает, таких агрессивных факторов, можно сказать.
Мы в нашей лаборатории действительно занимаемся также экспериментальным производством пыльников, допустим, тех самых, да, которые вот каждый этот сезон ломаются. Но так как мы экспериментальная такая, можно сказать, вот лаборатория, мы большими партиями выпускать не можем. И мы выпускали опытные такие партии, и они показали себя достаточно хорошо. И можно сказать, что, как альтернативу, да, можно покупать вот имеющиеся вот силиконовые пыльники, да, те же самые. И силикон, он может себя показать лучше, чем резина. Допустим, вот та же японская резина, да, вот она может уже замерзнуть уже при минус 30, при минус 40, да, а силикон еще кое-какое время может продержаться. Наши изделия, как я уже сказал, мы их опытно-промышленно выпускали небольшими партиями, мы их смотрели, и они выдерживали минус 50, ведут себя достаточно хорошо. То есть они несколько сезонов пока еще ходят, можно сказать, испытания все еще, можно сказать, ведутся. Со школы я заканчивал Миринскую юношескую гимназию, там у нас школа была с физмат вот таким уклоном, и вот как раз-таки техника, вот все достаточно, можно сказать, близко, да, вот ко мне. И дальше я пошел учиться в Красноярск, там отучился в нефтегазовом университете, там как раз-таки тоже были частично вот полимеры и тоже вот, да, такие материалы там. И потом мне, с детства, да, можно сказать, я хотел, быть причастным, к науке, и постепенно вот так приближался к этой цели, и потом поступил сюда в аспирантуру и остался работать в Северо-Восточном федеральном университете. Работа нравится, интересная, и, можно сказать, занимаемся очень разносторонними проектами, как-то так. А какие у вас планы в плане научных исследований? Далее мы, как раз-таки занимаемся, как уже сказал, сейчас занимаемся атмосферостойкостью и хотели бы, улучшить показатели наших материалов, которые старение на воздухе, под воздействием солнечного излучения. Сейчас это тоже интересно, потому что эти, да, промышленные резины могут просто на солнце высохнуть, и в данный момент мы решаем задачи как раз-таки старения на воздухе, воздействия этих излучений, и хотели бы улучшить, да, наши еще. Можно сказать, да, что я сам не бизнесмен, да, но производить в наших условиях, да, именно в городе Якутске или в его окрестностях эти пыльники, да, те самые, очень, может быть, нерентабельно, и срок окупаемости очень такой, да, высокий, долгий, можно сказать. И прямо сейчас выпустить, там 10 тысяч пыльников, это довольно-таки проблематично, особенно в нашем регионе. Из-за особенностей, да, труднодоступность, и так далее. Да, можно сказать, что то, что мы делаем, да, это делается впервые. Таких условий, как в Якутии, нигде, где живет человек, практически нет. И все наши испытания, да, те же самые климатические, они получаются впервые. И это, можно сказать, довольно круто. Да, все эти данные, которые мы получили, которые мы обрабатываем, это все делается впервые, можно сказать. И да, это очень, интересно, мотивирует, да, дальше продолжать исследования, делать все лучше, наши материалы. Как-то так. Насчет этого не могу сказать, просто как бы еще не задумывался об этом. Конечно же, у нас регион такой особенный, и, не знаю, там какой-то стандарт или там ГОСТ ввести какой-то, что эти материалы, допустим, или там изделия испытано в наших условиях, может работать. Думаю, как-то так, если на эту тему. Хотелось бы сказать, что наука — это интересно, занимайтесь наукой и изучайте, открывайте все новое, и у вас все получится.